Все, вот. У нас есть портал образовательного учреждения Республики Саха-Гов на сайте obr.saha.gov.ru. Для доступа в свою учетку находим из списка муниципальных районов свое образовательное учреждение. Например, я сегодня буду рассказывать через школу, Пекинскую начальную общеобразовательную школу «Детский сад» имени Федорова. Для входа на роль администратора заходим через «Войти» вот на правом верхнем углу. Администратор, выбираем администратор. Пишем логин, пароль, который направили вам, и код проверки. При первом входе просит всегда изменить логин и пароли. Можете тут поменять, но я не буду сейчас менять. И начнем сначала. Рассмотрим приказ Федеральной службы по надзору сферы образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2020 года номером 831 об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации, информационной и телекоммуникационной сети интернет и формату представления информации. В этом приказе указано, какие разделы, подразделы сделать на сайте интернет. Сейчас я вам покажу. Главный раздел будет называться «Сведения об образовательной организации» и подразделы «Основные сведения». Такие подразделы будут. Можете записать приказ, номер какой НПА, чтобы самим изучить и посмотреть. Для создания раздела «Основные сведения об организации» заходим в административную панель, в «Структура», меню управления. И тут будет даны кнопка «Создать элемент» есть. Либо можно несколько элементов сразу создать и также свернуть все меню, которые вы создали. Рассмотрим, где надо создать нам элемент по приказу 831 «Сведения об образовательной организации». Заголовок пишем «Сведения об образовательной организации», ставим галочка «Опубликована», ссылка «Сохранить». Такой адрес уже создан был. Раздел сделали, сведения об образовательной организации. Также можем проверить, зайдя на сайт. Нажимаем верхний, появилось в правом верхнем углу. Кого образователь? Сотрудников я выбрала. Дальше создаем по... Не указала школа, 7-я школа, не указала в сотрудниках данные. Справки. Просто в мониторинге, а справку не дополнили. По приказу надо сделать подразделы: основные сведения, структуры и органы управления, документы и образование. Для этого нажимаем плюс на раздел «Сведения образовательной организации». Можно... Сейчас. Создаем элемент, выбираем родительский элемент сведения образовательной организации, выбираем, дальше пишем наименование подраздела «Основные сведения». Ставим галочки.
Как видим, подраздел основные сведения вышло. Да. Можем также проверить сразу, заходя на сайт. Нажимаем сведения, и вот основные сведения. Для заполнения основных сведений организации, например, нажимаем плюс, и тут появится вот для страницы, где вот именно основные сведения вносят изменения. Можем в описании поставить данные общеобразовательное учреждение, например, номер телефона, адрес, наименование, краткое наименование и так далее. Тут должно стоять опубликовано, статус публикации, сохранить. И можем сейчас проверить. Вот, как видим, уже на сайте появились сведения об общеобразовательном учреждении, контактные данные, адрес и так далее. В таком духе дальше заполняем все вкладки, которые есть. Документы, образование, руководство. Для НПА, например, для ввода документов, сейчас создадим документы. Выбираем родительский элемент сведения образовательной организации, ставим галочки, сохранить. Документы появились. Заходим на эту страницу. Тут есть внизу файлы, вкладка. Можно создать папки, например, вот для приказов. Также, например, для всяких НПА, которые вам надо на сайт сохранять. Для добавления, например, документов в определенную папку надо ставить галочку «Добавить документ», нажимаем. Либо отсюда сверху можно выбирать приказы. И просто перетаскиваем. Да. Сейчас. Можете зайти в настройки документа. Да, либо перетаскиваем, либо загружаем файл. Как видим, в папке приказы вот я внес один документ. Также для сохранения этой процедуры нажимаем «Сохранить», и кнопка должна быть, галочка должна стоять «Опубликовано». Можем сейчас проверить. Да, вот заходим в вкладки, документы. И вот мы вот две папки создали, где приказы и НПА. Сейчас вот такого-то.
При входе в приказы, например, вот видим, какой документ вы внесли туда. То есть Да, таким же способом можно остальные документы вносить. Для создания новостей заходим в панели администратора в левой колонке модули, потом новости. Есть справа синяя кнопка «Создать новость». И вот тут уже заголовок, например, новости. Описание новостей. Можно выбрать теги, подпись на фото. Фотографию для новости можно выбрать через миниатюры. Теги не выбираются. Например, тут ошибка какая-то была. Выбираем. Входит. Подпись на фото, чтобы под фото был подпись, тут пишем. И анонс. Ну, что-нибудь там. Опубликовано нажимаем. Сохранить. Все, новости вышли. Можем посмотреть. Главное, его в разделе новости видим наши новости новые. Еще у нас остались баннеры. Баннеры это, например, можем зайти в другую школу, например. Сейчас покажу вам. Новости будут вот так видны, все новости. А вот баннеры в таком духе будут видны. Для добавления баннеров заходим тоже в панель администратора. С левой колонки модули выбираем модули, потом баннеры и создать баннер. Тут заголовок баннера. Адрес, например, ссылка того сайта, куда перенаправит этот баннер. Например, возьмем выбираем фотографию. Хранить. Можем сейчас зайти проверить. Вот баннер появился наш. Нажимаем по баннеру и нас перекидывает на указанную ссылку, которую указали в баннере. Также есть фотогалерея. Тут можно тоже создать свои галереи. И для внесения, вот для создания галереи нажимаем «Создать галерею», название галереи. Добавляем фотографии.
Сохранить. Еще раз сохранить. Галочку ставим опубликовано и сохранить. Сохранить. Также можем сейчас посмотреть. Вот у нас появилась фотогалерея, которую мы создали. Тут фотографии, которые внесли. Можно также по поиску находить. И также есть контактная информация. Вот на самом внизу информацию можно внести насчет организации. Тоже также добавляем все данные сюда в описании, и она автоматом появится там. При выходе нажимаем «Сохранить» всегда, чтобы изменения внеслись. Ну, основные разделы такие. Какие вопросы будут? Да, вопросы будут. Вот, например, разделы, да? Вот, основные сведения, документы, структура сайта, да, например. А там, Да. да, вот эти. Ага. А вот они по умолчанию можете, да, поставить, чтобы было на всех школах, например? Нет, это уже РСИД оболочку сделала пустую, Мгм. потом сами общеобразовательные учреждения должны сделать. Ну, как видели, это быстро же делается. Ну да, быстро, просто на всех одинаковые же, поэтому. Ну, для всех одинаково, но плюс еще можете сами вкладки добавлять разные. Мгм. Там посмотрите у других школ, детсадов, как сделали. Там А некоторые... ссылку можно, да, вот, который от министерства уже не было, на сайт, который регламент, что ли? вот приказ, который... Да. Сейчас я вам... В чат можете отправить? Сейчас отправлю. А еще вопрос есть такой. Можно, да, еще добавить, например, техников, которые будут вести, например, новости, добавлять аккаунт, например. Привязать аккаунты хотите? Да, чтобы ограничено, например, кто-то может только новости добавлять, кто-то может фотогалереи добавлять, например. Модераторы. Да, модератор. Понял. Для этого тогда вам надо заявку направить РСИД, чтобы вам дополнительно логин и пароли предоставили. Но там не будет разделения именно, кто за что будет отвечать. Тоже будет логин, пароль администратора будет общий. Еще вопрос будет. Вот в настройках там стандартные блоки. Мы можем что-нибудь добавить туда? В настройках. Вот, например, блок руководитель. Вот герб учреждения. Можем добавить? Да, можете добавить? А вот блок руководитель можно, да? Или как добавляется? Да, можете тоже все добавить сюда. А как добавляется, я вас не понял. Тут просит вот ссылку какую-то. Ссылка блока руководителя. Это что такое? Вот, ссылка есть. Ссылка блока руководителя. Сейчас. Что туда писать? Непонятно. В инструкциях не было, да, насчет Не этих? было такого? Я искал, не было.
Я потом Герб- уточнюсь. Да. Герб я тут давай, а вот блок руководителя не могу подключить. М, Активировать. Так. да. Ну, это надо у РСИТа тут тоже уточниться. Мы Ну, основные... ссылка, наверное, когда вот рисунок нажимаете, он перекидывает, наверное, да, или как? Не знаю, так. Какую ссылку туда? Например, блок руководителя, например, добавляешь картинку и на эту ссылку Я, перекидывает. ну, Ну, как? правильно, Нет, а да? по ссылку взять что? Сюда. Из этой же ссылки, что ли? Ну, мы Не знаю. уточнимся насчет этого вопроса. Тоже непонятно. Да, Уточнить надо это. хорошо. Ну, хорошо. Спасибо. У меня тут такой вопрос. Структура сайта, это меню, обязательно надо на кнопку нажимать, чтобы он вылетал сбоку, слева. А нельзя, чтобы она все время видно была. Лишние телодвижения надо совершать, чтобы эту структуру смотреть. И еще Вы вопрос. Вот имеете- структуру, А. можно ли структуру или алфавитную по своему желанию По мере важности, да, например. Ну да, можете менять местами. Например, чтобы документы впереди стояли, можете ставить его спереди, тогда тут местами будет меняться подразделы. Также разделы можно менять по своему усмотрению. Это можно простым перетаскиванием, да? Да, вот простым перетаскиванием между Понятно. собой. Либо вот Ну, так. Мгм. Еще вопросы? Есть. Насчет это переговорили. Ну, больше нет вопросов. Ну, пока нет, а по мере работы, скорее всего, по-любому будет вопрос. Наверное. Да. Хорошо. Тогда на этом заканчиваем. Направим вам видеоинструктаж этот, если нужен будет. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Мгм. Можно, да? Да. Насчет баннера, я только что зашел. Вот насчет баннера можете объяснить? Там, как добавлять и так далее? Там и ГИ, вот, Баннер. и так далее. Ну, Вот покажу баннеры быстро. Создать баннер. Нажимаем заголовок. мгм. Ага, и ссылку, куда будет перекидывать этот баннер, ставим. И любую фотографию, например. Ясно. И все, да? Да, сохранить. Галочку опубликовано не забывайте ставить, чтобы она появилась. Все. И вот сейчас посмотрим в главной. У нас вот баннер внизу появился. Нажимаем и перекидывает на сайт, который вы указали. Ага, ясно. Ага, спасибо. Здравствуйте, я тоже вот недавно подключилась. У меня такой вопрос. Да. Вот по структуре, да, сайта, Да. там у нас есть же вот основные сведения вы показываете. Да. У меня там, я вот по рекомендации, по руководству попыталась сделать, что у меня не выходило, там глазик должен был выходить, нет? У меня вот стоит управление одиночным и что там было, сейчас скажу. Управление одиночными страницами и управление меню есть, да, и Да. вот там, где меню, у меня там пусто, а что должна сделать? Просто нажать добавить, да, или как? Создать элемент нажимаете. Угу. Заголовок. Угу. Сведения и так Мгм. далее. Нажимаете две галочки, Угу. сохранить. Тогда у вас вот выходит сведения. Видите? Ага. И это основной раздел получается у вас. А вот чтобы внести подраздел в него, например, в сведениях там документы, создать элемент нажимаете, вы выбираете
Сведения. родительский элемент, куда хотите создать подраздел, Мгм. И заголовок, да? и даже заголовок там опубликовано, ссылка сохранить. И вот видим, появилось. А как туда добавлять документы, вставлять? Потом можно будет. Например, вот я создал подраздел документы, нажимаем плюсик, Ага. в самом внизу есть файлы. Вот. Мгм. Создаем папки, например, Мгм. там, ЗМП, приказы и так далее. Добавить документ. Выбираем папку, в которую хотите добавить, например, ФЗ. Загружаем файл или там любой файл, сохранить. При выходе тоже опубликовано и сохранить. Сейчас можем посмотреть сведения. Сейчас не сведения были. Документы. ФЗ. И вот видим уже вставленный файл. Еще вопросы? Спасибо, понятно. Ага. Все, ладно. До свидания всем. До свидания. Сказал, что на ВКС, какой-то группе ВКС с системой никто не явился.